На каждую тренировку тренер по стендовой стрельбе Салах Лейба в спортивно-стрелковый комплекс «Гора» в селе Адзюбжа приезжает из Гудауты. Надев спецкостюм и защитные очки, спортсмен идет к стенду. Здесь на 5 гектарах земли стоят 2 метательные вышки на противоположных концах полукруглой площадки, где расположены 7 стрелковых мест. 8-е находится между 2 метателей. Увлечение Салаха этим олимпийским видом спорта началось 14 лет назад в Сирии, где он родился и жил до начала боевых действий. Меткого стрелка тренерский состав по стендовой стрельбе заметил сразу. Салах Лейба быстро стал частью сирийской сборной. В первый же год он удостоился титула «Самый быстрый и меткий стрелок мира» в классическом упражнении стендовой стрельбы «Трап». Особенность игры в том, что мишени вылетают в разные стороны, и стрельба по ним требует мгновенной реакции. Моя мечта – собрать национальную абхазскую сборную по стендовой стрельбе и выступить на соревновании под нашим флагом. У нас многие занимаются охотой, и поэтому найти метких стрелков будет несложно. Я также могу стать инициатором организации в нашей стране международного турнира. Среди моих друзей очень много чемпионов мира из различных стран, и, к сожалению, некоторые из них даже не знают, где располагается наша Абхазия. Если бы наше руководство смогло помочь в организации турнира, это хороший повод заявить миру об Абхазии. Чтобы потренироваться с Салахом Лейба, Егор Петренко прилетает с отцом из Москвы. Несколько месяцев занятий с абхазским стрелком, и в копилке побед Егора первое место среди юношей в областных московских соревнованиях по стендовой стрельбе. Работать очень комфортно. Тренер отличный, как по мне. Отец Егора, Евгений Петренко, отметил, что его сыновья и раньше увлекались стрельбой по тарелкам. Но о стенде в Абхазии и тренере Салахе Лейба он узнал случайно. Тарел, директор этого стенда, рассказал, что здесь есть очень большой энтузиаст стрельбы. Это господин Салах. Ну и как-то мы все не встречались. Однажды все-таки познакомились с Салахом. И вот с тех пор, это было в прошлом году осенью, в общем-то, он и занимается, когда мы приезжаем сюда, занимается с ребятами. Ну, успехи очевидные. Может быть, Салаху не хватает там знания русского языка или абхазского, но, тем не менее, его опыт позволяет все-таки научить ребят достаточно хорошо стрелять. Я доволен тем, как и что объясняет вот Салах. А теперь расскажем о том, как семья Салаха Лейба вернулась на историческую родину. 5 лет назад по инициативе нашего государства из Сирии, охваченной войной, в Абхазию прилетели более 150 потомков абхазских махаджиров. Салах Лейба, его супруга и 4 сына были в их числе. Сначала наших репатриантов разместили в санатории «Черноморец» в Гудауте. Я никогда не забуду прием, который нам оказали на исторической родине. Спасибо руководству и Госкомитету по репатриации за это. Нас радушно и тепло встретил род Лейба, который оказал всю необходимую помощь по приезду в Абхазию. Мы ни на минуту не почувствовали себя здесь чужими. Мои уже родные люди, Нателла, Айба, Нона и Чинча Лейба, подарили нам часть своей земли в селе Мгудзерхуа. Сидеть сложа руки Салах Лейба и его семья не стали. Земля, которую им отдали родственники, была засеяна кукурузой и другими зерновыми культурами. В прошлом году, отметил Салах Лейба, с поля было собрано более 1,5 тонн кукурузы. Сейчас семья живет в Гудауте, где наш соотечественник работает оружейным мастером. Для своей страны и семьи я готов трудиться и не сидеть сложа руки. Да, здесь немного сложно жить, но если мы, обычные граждане, не поддержим свою страну, это будет неправильно. Легко ничего не дается, нас мало, и мы все должны помогать друг другу. Обращаясь к сотням тысяч потомков абхазских махаджиров, живущих по всему миру, Салах Лейба призвал возвращаться на историческую родину и поддержать молодое независимое государство в его становлении. Их возвращение – моя мечта. Но при этом абхазские махаджиры должны приезжать сюда не как на курорт, полюбоваться морем и природой. Они должны приехать и остаться, чтобы оказать поддержку Абхазии.
Государство помогает нам здесь реализоваться, но и нам надо отдавать что-то взамен. Обращаясь к местным абхазам, которые родились здесь, хочется попросить, чтобы они перестали относиться к нам как к беженцам, ведь мы вернулись на нашу историческую родину. И не просто вернулись, а переехали целыми семьями. Например, у героя нашего сюжета 4 сына. И пусть поначалу им было сложно из-за языкового барьера, но сегодня 3 мальчиков учатся во 2-й средней гудаутской школе. Учат родной язык, у них много друзей и родственников. Старший сын Айман Лейба выступил переводчиком с арабского языка для нашего сюжета. И, как он рассказал, уже нашел себе работу. Среди наших соотечественников много талантливых людей. Это спортсмены, музыканты, бизнесмены, оружейные мастера, подобно герою нашего сюжета Салаха Лейба, который в статусе самого быстрого и меткого стрелка мира в классическом упражнении стендовой стрельбы трап пытается привлечь жителей нашей страны к этому олимпийскому виду спорта и создать национальную сборную. Анастасия Никонова, Рамо Камкия, Абаза ТВ.